Приветствуем ижевчан и гостей столицы Удмуртии. 1 мая – Международный день солидарности трудящихся. Профсоюзами во всем мире проводятся шествия и демонстрации. Сегодня, во знаменование Дня весны и труда, Ижевск выходит на демонстрацию, организованную Федерацией профсоюзов Удмуртской республики. В ней участвуют представители предприятий и организаций, работники бюджетной сферы, участники войны и трудового фронта. Праздничное первомайское шествие открывает оркестр Федеральной службы исполнения наказаний Удмуртской республики под управлением заслуженного артиста Удмуртской республики Дмитрия Мушлина. Под звуки оркестра на центральную площадь выходят знаменосцы с флагами Российской Федерации, Удмуртской республики, партии «Единая Россия», Федерации профсоюзов Удмуртской республики. Да здравствует человек труда! Ура! Вместе с трудовыми коллективами в праздничной колонне идут руководители республики и города Ижевска, депутаты Государственного совета Удмуртской республики и городской думы, ветераны войны и труда, члены партии «Единая Россия». Колонна, стой! Колонна направо! Слово предоставляется председателю Федерации профсоюзов Удмуртской республики Сергею Викторовичу Шерстобиту. Добрый день, уважаемые товарищи! Федерация профсоюзов Удмуртской республики приветствует первомайскую демонстрацию. 1 мая 2018 года объединил в стране 3 миллиона граждан под лозунгом Федерации независимых профсоюзов России за достойный труд, за справедливую социальную политику. В праздничном шествии в городе Ижевске участвуют работники организаций производственных отраслей экономики республики, бюджетной сферы, ветераны, молодежь и студенты. Сегодня в непростых экономических условиях большинство предприятий и учреждений нашей республики работают стабильно, обеспечивая занятость жителей Удмуртии. Эффективное сотрудничество власти, бизнеса и общества является необходимым фактором экономического развития и решения социальных проблем. Важным достижением профсоюзов 1 мая этого года является установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения.
Мы добивались этого 15 лет. Кроме того, что обновленный МРОД прямо влияет на заработную плату низкооплачиваемой категории работников, он должен стать инструментом повышения заработной платы на каждом рабочем месте. Но нам рано успокаиваться на достигнутом. Нашей следующей задачей является доведение МРОД до величины минимального потребительского бюджета, который в 1,5 раза выше прожиточного минимума. Конституционный суд России подтвердил правильность позиции профсоюзов, что МРОД является минимальной гарантированной частью заработной платы. Таким образом, минимальный месячный оклад или тариф должен быть установлен в размере не ниже МРОД. Во всем мире 1 мая отмечается профсоюзами как День международной солидарности трудящихся и память расстрелянных чикагских рабочих, требовавших установления 8-часового рабочего дня. Прошло более 100 лет. Ну и сегодня в России и Удмуртии эти требования, к сожалению, также актуальны. Работа свыше одной ставки и сверхурочно стали нормой жизни многих наемных работников. Сегодня на демонстрацию людей труда вывело не только праздничное настроение, но и проблемы, связанные со снижением их реальных доходов. По мнению профсоюзов, наиболее эффективным средством борьбы с удорожанием жизни является опережающий рост заработной платы, пенсий, стипендий и пособий. В соответствии с законодательством их индексация должна быть обязательной и своевременной. 1 мая – это день, когда трудящиеся высказывают свое мнение по актуальным проблемам жизни общества и публично выражают свои требования к правительству и работодателям. Мы считаем, что необходимо искоренить такое позорное явление, как бедность работающего населения, своевременно индексировать зарплаты, пособия, стипендии, пенсии, в том числе работающим пенсионерам, устанавливать минимальный месячный оклад, тариф на уровне не ниже МРОД, стремиться установить МРОД на уровне минимального потребительского бюджета, легализовать теневую занятость, увеличить размер пособия по безработице, ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц, восстановить условия присвоения звания ветеран труда Российской Федерации. В День международной солидарности трудящихся и в преддверии Дня Великой Победы поздравляю всех жителей республики с праздниками. Желаю мирного неба, крепкого здоровья, семейного счастья, стабильной работы и достойной заработной платы. Первомайскую демонстрацию объявляю открытой. Колонна налево. Продолжить движение. Первомайскую демонстрацию открывает трудовой коллектив трижды орденоносного Ижевского мотозавода «Аксион Холдинг». Генеральный директор Геннадий Иванович Кудрявцев. Председатель профсоюзной организации Владимир Олегович Зинцов. Аксион поздравляет всех горожан с праздником весны и труда. Во главе колонны Аксиона руководство и ветераны предприятия. В этом году Аксиону исполняется 85 лет. Оформление колонны отражает историю предприятия.
Она началась с 1933 года, с серийного производства первых отечественных мотоциклов, разработки конструктора Петра Мажарова. В годы войны завод выпускал пулеметы «Максим» и детали к снарядам легендарной «Катюши». В 1948 году под руководством Михаила Тимофеевича Калашникова разработана техническая документация и изготовлена первая партия автомата АК-47. С 50-х годов предприятие изготавливает приборную технику. Аппаратура мотозавода обеспечила успешный полет Юрия Гагарина. За эту работу предприятие награждено орденом Ленина. Сегодня предприятие изготавливает специальную технику для всех видов и родов войск российской армии, гражданскую продукцию, медицинское и энергосберегающее оборудование, товары народного потребления. Во главе пешей колонны автомобиль с символикой 85-летия Аксиона. С праздником завод! С юбилеем! Первомай – это символ долгожданной весны. Это время первых теплых дней, позитивного, радостного настроения. Зрители приветствуют работники Аксиона! Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. Сотрудники трудятся в чистой, фирменной одежде. Аксион сегодня – современное, стратегическое, приборостроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса страны. Завод постоянно увеличивает объемы производства и проводит техническое перевооружение, создает новые рабочие места, привлекает на завод молодежь, обеспечивает достойные условия труда. Коллектив предприятия вносит весомый вклад в развитие страны, добросовестно работает на благо Отечества. Предприятие сохранило и развивает объекты социальной сферы для отдыха и здоровья горожан. Детский оздоровительный комплекс «Березка» – один из лучших в республике. Здоровья и бодрости на долгие годы желают горожанам врачи и специалисты медицинского центра «Аксион». Физкультурно-оздоровительный комплекс «Аксион Wellness» – это современный центр для занятий спортом. Продукция гостиного двора хорошо знакома многим киргизчанам. Торты и десерты на любой вкус. Более 20 лет Дворец культуры «Аксион». Современная, популярная концертная площадка Ижевска. Настоящий центр культурных событий города. Руководство предприятия и профсоюзный комитет многие годы активно развивают художественную самодеятельность. «Аксион» поздравляет всех горожан с Днем весны и труда! Приветствуем коллектив Ижевского электромеханического завода «Купол». Ура! Ижевский электромеханический завод «Купол» долгие годы обеспечивает безопасность и обороноспособность нашей страны. В прошлом году завод был отмечен благодарностью президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Предприятие продолжает напряженную работу по выполнению задания государственного оборонного заказа. Благодаря слаженной работе трудового коллектива на вооружение армии поступают новейшие зенитно-ракетные комплексы семейства ТОР. Колонну завода «Купол» возглавляет глава Удмуртской республики Александр Владимирович Бригадир.
Причалов, генеральный директор предприятия, почетный гражданин Удмуртской республики Панил Газизович Зиединов и председатель профсоюзной организации Вячеслав Борисович Нельзин. На предприятии трудятся специалисты высокого уровня. Благодаря этим людям завод вносит существенный вклад в развитие перспективных образцов вооружения, в том числе системы ПВО страны. Выпускаемая заводом техника без малого полвека состоит на вооружении российской армии и армий стран-союзников, олицетворяя собой надежность и высокую эффективность. Сегодня не просто завод. Это эффективная, высокотехнологичная, отвечающая современным требованиям научно-производственная структура, масштабное техническое перевооружение, внедрение современных технологий, применение высокоточного оборудования позволяют заводу наращивать объемы производства и осваивать перспективные, востребованные, уникальные наукоемкие изделия. Да здравствует купол! Ура! На заводе «Купол» работает более 8000 человек. Стабильность, достойная заработная плата, социальная поддержка способствуют привлечению ценных кадров. Возможность самореализации для работников в профессиональном плане удачно сочетается с возможностью провести спорт, творчестве, научной и культурной деятельности. Носители новых идей. Ура! Купол, мирное небо под надежной защитой. Молодежь, кадровый потенциал страны. Сильные профсоюзы, сильная Россия! Поздравляем трудовые коллективы республики с Днем солидарности трудящихся! Ура! Купол! Ура! Приветствуем коллектив Ордена Трудового Красного Знамени акционерного общества Ижевский радиозавод. Ура! Колонну предприятия возглавляет генеральный директор Дмитрий Бекин и председатель профсоюзной организации Сергей Вакулев. Да здравствует Ижевский радиозавод! Ура! Ижевский радиозавод является базовым предприятием государственной корпорации «Роскосмос». Аппаратура Ижевского радиозавода эффективно используется в российских и международных космических проектах, на железной дороге, топливно-энергетическом комплексе и других высокотехнологичных отраслях. Коллектив завода гордится высоким качеством продукции, соответствующим самым строгим международным стандартам. В марте предприятие отпраздновало свое 60-летие. В юбилейный год завод стабильно развивает все направления своей деятельности и уверенно смотрит в будущее. Ижевский радиозавод
создает условия для самореализации и профессионального роста работников. В партнерстве с профсоюзом обеспечивает меры социальной поддержки для 5500 сотрудников и членов их семей. Опыт выполнения важнейших оборонных заказов, освоение самых передовых боекоемких технологий, сплоченный высококвалифицированный коллектив, социальное партнерство администрации и профсоюза позволяют Ижевскому радиозаводу успешно развиваться. Ижевскому радиозаводу ура! Идет коллектив легендарного предприятия «Концерн Калашников». Ура! Ижевский оружейный завод, ныне концерн Калашников, главная кузница российского оружия. На протяжении 2 веков предприятие снабжает российскую армию огнестрельным и холодным оружием. Победы в войнах 19 и 20 веков наша страна одержала с ижевским оружием в руках. Ижевским оружейникам ура! Колонну предприятия возглавляют исполняющий обязанности управляющего директора Николай Марков и председатель профсоюзной организации Дмитрий Рылов. Концерн Калашников – это многопрофильный оборонный холдинг, который специализируется на разработке и производстве боевых и гражданских комплексов. Концерн производит более 85% российского стрелкового оружия и является флагманом отечественной стрелковой отрасли. Продукция концерна Калашников поставляется более чем в 30 стран мира. Да здравствует концерн Калашников! Ура! Сегодня концерн Калашников производит боевое, служебное и гражданское стрелковое оружие, дистанционно управляемые боевые модули, беспилотные летательные аппараты, высокоточные боеприпасы к артиллерийскому вооружению, авиационные пушки и управляемые ракеты, станки, высококачественный инструмент и точные заготовки, технические средства обеспечения эксплуатации и ремонта ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружений. В настоящее время на предприятии ускоренными темпами проводится модернизация, внедряются новейшие технические, технологические и производственные разработки. Концерну Калашников ура! Приветствуем колонну акционерного общества «Ижевский механический завод». Ура! Ижевский механический завод – это крупнейшее многопрофильное предприятие России со современными технологиями машиностроения, металлургии, приборостроения, микроэлектроники. Завод выпускает гражданское и служебное оружие, нефтегазовое и упаковочное оборудование, медицинскую технику, точное стальное литье. Ура! Колонну предприятия возглавляют директор по экономике и финансам Виктория Дуранина и председатель профсоюзной организации Евгений Козлов. Созданный в годы Великой Отечественной войны, Ижевский механический завод верно и честно служит России. Заводу-орденоносцу ура! Торговая марка «Байкал» известна в 73 странах мира, на 5 континентах планеты. Завод – неоднократный победитель конкурсов «100 лучших товаров России», лучший экспортер Удмуртии, лучшее предприятие в системе социального партнерства. Профсоюзная организация завода – одна из крупнейших в республике. Неоднократный победитель конкурсов на лучшую первичную профсоюзную организацию года и на лучшую организацию работы по реализации молодежной политики. Главное богатство и гордость завода – высокопрофессиональный производственный коллектив. Ура заводчанам! Первомайский привет коллективу Ижевского механического завода. Ура! Низкий поклон и праздничные поздравления ветеранам механического завода. Ура! Поздравляем молодежь механического завода с Днем солидарности трудящихся. Ура! Предприятие не имеет себе равных по
объемам производства и по разнообразию производимых моделей спортивно-охотничьего, пневматического и служебного оружия, завоевавшего всемирную известность. Слава мастерам оружейного производства механического завода! Ура! Используя высокий потенциал оборонного предприятия, завод обладает уникальным опытом освоения передовых технологий приборостроения, микроэлектроники с полным производственным циклом. Создаваемые приборы конкурентоспособны как на российском, так и на зарубежном рынке. Поздравляем работников производства спецтехники механического завода с праздником весны и труда. Ура! Современный высокотехнологичный производственный комплекс полностью обеспечивает собственное товарное производство, а также принимает заказы для размещения практически в любые технологические цепочки современного машиностроения. Поздравляем работников заготовительно-металлургического производства с праздником 1 мая! Ура! В колонне предприятий промышленности идут сотрудники Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики. Ура! В Первомайском шествии принимает участие коллектив районной теплоснабжающей компании. Ура! Возглавляют колонну главный директор предприятия Роман Цепуштанов и председатель профсоюзной организации Светлана Шулаева. Сплоченный многолетними традициями трудовой коллектив районной теплоснабжающей компании больше 40 лет успешно обеспечивает теплом более 50 тысяч жителей Ленинского района города Ижевска, дошкольные учреждения и школы, больницы и предприятия. Ваш благородный труд – это комфорт, уют, погода в доме. Поздравляем работников районной теплоснабжающей компании с 1 маем! Ура! Продолжает празднование первомайское шествие колонна «Лада Ижевский автомобильный завод». На площадь выезжают новые ижевские автомобили «Лада Веста», «Лада Веста СВ», «Лада Веста СВ Кросс». Сегодня Ижевский автозавод – это более 5 миллионов выпущенных автомобилей. Производство самых современных российских автомобилей, уровень качества мировых автопроизводителей, сохранение лучших традиций, забота о персонале. Колонну автозавода возглавляют исполняющий обязанности генерального директора Андрей Лисюк и председатель профсоюзной организации Виктор Назаров. Веста – один из самых востребованных автомобилей на российском рынке. Производство автомобилей семейства Веста стало новой отправной точкой для Ижевского автомобильного завода. Веста построена на абсолютно новой платформе «Лада», обладает уникальным дизайном и является самым высокотехнологичным автомобилем «АвтоВАЗа». Коллективу «АвтоВАЗа» ура! Сегодня «Лада» Ижевский автомобильный завод является одной из основных производственных площадок по выпуску легковых автомобилей в России. Наравне лишь с несколькими российскими предприятиями располагает технологии полного цикла производства: штамповка, литье и окраска пластика, сварка, окраска и сборка. Общее количество оборудования более 2500 единиц. Производственная мощность завода 30 автомобилей в час. «Лада» Ижевский автомобильный завод с 1 маем! Ура! С ноября 2017 года в профсоюзах Удмуртии реализуется социальный проект «Профсоюзный дисконт».
25 тысяч членов профсоюзов получили единую дисконтную карту члена профсоюза, благодаря чему сэкономили более 5 миллионов рублей. Взаимодействие профсоюзов с государством и бизнесом в экономически сложное время – это ключ к благополучию республики. Поздравляем с праздником весны и труда коллектив публичного акционерного общества «Ижевский завод нефтяного машиностроения». Ура! Колонну Ижнефтемаша возглавляет исполнительный директор предприятия Сергей Березин и председатель профсоюзной организации Александр Соломенников. Предприятие входит в группу компаний «Римера» и является одним из лидеров своей отрасли в России. Потребителями нефтепромыслового оборудования, которое выпускает завод, являются более 100 российских и зарубежных нефтяных компаний. Поздравляем коллектив «Ижнефтемаш» с 1 маем! Ура! Приветствуем на центральной площади столицы Удмуртии представителей трудового коллектива акционерного общества «Ижметмаш». Ура! Во главе колонны исполняющий обязанности генерального директора Олег Лошкарев и председатель профсоюзной организации Тимофей Мадьяров. Поздравляем работников Ижметмаша с Днем солидарности трудящихся. Ура! Да здравствует человек труда! Ура! Наша сила в единстве и солидарности! Ура! Приветствуем коллектив Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского технологического института «Прогресс». Ура! Праздничную колонну «Нити Прогресс» возглавляют первый заместитель генерального директора Михаил Стыценко и председатель профсоюзной организации Алексей Бажин. В 1959 году институт был создан как научно-технологический центр для работы на оборонную промышленность страны. За прошедшие годы «Прогресс» прошел достойный путь в области производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции. НИТИ «Прогресс» по праву является ведущим научно-технологическим институтом отрасли. В 2017 году специалисты предприятия завершили работу над модернизацией оборудования Казанского авиационного завода для обеспечения выпуска стратегических бомбардировщиков Ту-160. Поздравляем работников НИТИ «Прогресс» с 1 маем! Ура! На площадь вступают люди огненной профессии, металлурги Ижстали. Ура! Ижсталь – предприятие Удмуртской республики, положившее начало городу Ижевску. В этом году предприятие отмечает свое 258-й год рождения. Сегодня завод успешно развивается, наращивает объемы производства и реализации продукции. Да здравствуют работники Ижстали! Ура! Ижсталь занимает ведущие позиции среди российских производителей специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката. Коллектив предприятия – это сплав профессионализма, опыта и творческого подхода к делу. Люди предприятия являются его главным богатством и достоянием. Выражаем глубокую признательность и благодарность каждому, кто своим трудом создавал и продолжает укреплять славу предприятия, кто во все времена оставался верен заводу и выбранной профессии. Горно-металлургическому профсоюзу России слава! Профсоюзная организация и администрация предприятия делают все возможное для сохранения и приумножения трудовых традиций завода. Его работники принимают активное участие во всех городских мероприятиях, достойно представляют предприятия на республиканском уровне. Гордость России! Люди труда! Ура! На протяжении многих десятилетий Ижевский металлургический
Ижевский завод по праву считался важнейшим индустриальным комплексом оборонной металлургии России. Марка Ижстали, как гарантия качества, прочности и надежности, широко известна в нашей стране и за ее пределами. Металлопродукция завода соответствует требованиям международных стандартов качества. Среди ее потребителей сотни ведущих промышленных предприятий автопрома, авиа- и машиностроения, оборонного комплекса, нефтегазовой и горнодобывающей отраслей. Честь и хвала ижевским стриварам и прокатчикам! Ура! В едином строю шагают ветераны и молодое поколение Ижстали. На заводе трудятся десятки трудовых семей и династий. В преемственности поколений, в сохранении и приумножении трудовых традиций видят на заводе залог успешного будущего. Рядом учащиеся подшефных школ Октябрьского района города Ижевска, надежная смена подрастающих работников, студенты Ижевского промышленно-экономического колледжа, социальное партнерство, залог успешной работы предприятия. В составе колонны ПАО «Ижсталь» работники дочерних предприятий завода и обособленные подразделения предприятий группы «Мечел» в Ижевске, «Ижсталь Авто», «Ижсталь ТНП», «Мечел Энерго», «Электросеть», «Мечел Материалы». Слава и почет работникам металлургической отрасли! Ура! По площади следует колонна акционерного общества «Белкамнефть» имени Александра Александровича Волкова. Ура! Генеральный директор предприятия Дмитрий Арсибеков. Компания «Белкамнефть» осуществляет добычу и подготовку нефти на территории Удмуртии, Башкортостана и Кировской области. Созданная в 1997 году, компания сегодня добывает более 4 миллионов тонн нефти в год, что составляет более 40% всей нефти, добываемой в Удмуртской республике. На предприятии трудится более 4000 человек. Труженикам нефтегазодобывающей отрасли Удмуртии ура! Системное улучшение условий труда, безопасность на производстве, сохранение жизни и здоровья работников – приоритетные условия успешного развития Белкамнефти. Компания входит в число лидеров среди промышленных предприятий по уровню социальной защищенности сотрудников. На протяжении многих лет Белкамнефть активно принимает участие в спортивной жизни города и республики. Компанией подписано трехлетнее соглашение о развитии детско-юношеского хоккея в Удмуртии. Объем финансирования проекта составит до 150 миллионов рублей в год. Сегодня акционерное общество «Белкамнефть» имени Александра Александровича Волкова динамично развивающееся, стабильное, современное, социально ориентированное предприятие. Да здравствуют нефтяники Удмуртии! Ура белкамовцам! Поздравляем с праздником весны и труда акционерное общество «Транснефть Прикамье». Ура! Во главе колонны начальник Удмуртского районного нефтепроводного управления Руслан Кашапов и председатель профсоюзной организации Антон Филиппов. Удмуртское районное нефтепроводное управление обеспечивает транспортировку нефти по территории Пермского края, Кировской области, Республики Татарстан и Удмуртии. Главными приоритетами технической политики компании «Транснефть Прикамье» являются надежность и безаварийность работы оборудования трубопроводного транспортного потока нефти, экологическая безопасность в районах производственной деятельности. Поздравляем нефтяников Удмуртии с Днем солидарности трудящихся! Ура! Приветствуем на центральной площади города Ижевска работников спецстроя России! Ура!
коллектива жить и трудиться на благо Ижевска и всего родникового края. Ура! Поздравляем с 1 мая! Ура строителям! Приветствуем местное отделение партии «Единая Россия» Устиновского района города Ижевска. Ура! Колонну возглавляет секретарь местного отделения Александр Прозоров. «Единая Россия» – партия социальных гарантий. Социальное государство – сила нации. Приветствуем местное отделение партии «Единая Россия» Ленинского района города Ижевска. Ура! Колонну возглавляет секретарь местного отделения Юрий Тюрин. Вместе за новое качество жизни. Мир, труд, май. Ура! Поздравляем с праздником весны и труда членов партии и всех горожан. Ура! Приветствуем колонну агропромышленного комплекса республики! Ура! Труженики отрасли своим упорным трудом вывели агропромышленный комплекс Удмуртии на передовые позиции в России. Благодаря им население Удмуртии обеспечено продовольствием на 100%, а молочной продукцией на 140%. Агропромышленному комплексу Удмуртии ура! Колонну возглавляют министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской республики Ольга Абрамова, председатель Республиканской организации профсоюзов Иван Крапутин, директор сельскохозяйственной академии Александр Любимов. В колонне тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности идут сотрудники Министерства и Республиканского комитета профсоюза. С праздником весны и труда! Ура! Шествие продолжает группа компаний «Томас Групп». Ура! «Томас Групп» – один из ведущих участников российской индустрии производства продуктов питания. Продукция агрохолдинга представлена в 66 регионах нашей страны. Компания занимает 3-е место в России в рейтинге крупнейших производителей молока. 4-е место среди производителей яйца. Девиз компании – порядок, развитие, труд. С Днем солидарности трудящихся! Ура! На центральной площади профессорско-преподавательский состав и студенты Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Ура! Сельскохозяйственная академия – это кузница кадров для агропромышленной отрасли, опора и надежда АПК республики. Будущее села в надежных руках. Продолжают шествие представителей Государственной ветеринарной службы Удмуртской республики под руководством Николая Котельникова. Ура! Основной задачей Государственной ветеринарной службы является сохранение ветеринарного и санитарного благополучия республики. Агропромышленному комплексу ура! На площади колонна работников и членов профсоюза предприятий и организаций жизнеобеспечения. Ура! Приветствуем сотрудников Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской республики. Колонну возглавляют первый заместитель министра Иван Новиков и председатель профсоюза работников жизнеобеспечения Лариса Наговицына.
От профессионализма и ответственного отношения к делу специалистов министерства зависит политика развития строительного комплекса региона, уровень подготовки и прохождения республикой отопительного периода, благоустройство городов и сел и, конечно, безопасность и комфорт жизни людей. С праздником! Приветствуем фонд капитального ремонта в Удмуртской республике. Возглавляет колонну исполняющий обязанности директора фонда Денис Домов. Ура! С 2014 года организацией капитально отремонтировано 955 многоквартирных домов региона. Чтобы в доме было тепло и уютно, капремонт работает ежеминутно. Первомайский привет славному коллективу Ижевского городского электрического транспорта! Ура! Праздничную колонну возглавляет генеральный директор Андрей Батов и заместитель председателя профсоюзной организации Лилия Башарова. Муниципальное предприятие «Ижгэт» входит в число лучших транспортных предприятий в России. Ежедневно на линию выходит около 300 единиц подвижного состава. Перевозится более 230 тысяч пассажиров в день самым экологичным транспортом города Ижевска. В Ижгэт трудится надежный, профессиональный коллектив. Профсоюзная организация «Ижгэт» на протяжении многих лет гарантирует достойное социальное партнерство. В колонии «Ижгэт» рядом идут поколения транспортников, почетные ветераны коллектива и молодежь предприятия. Слава ветеранам труда «Ижгэт»! Слава молодому поколению, будущему «Ижгэт»! Ура! Приветствуем колонну предприятия «Ижводоканал». Ура! Директор предприятия Владислав Татаев, председатель профсоюзной организации Наталья Устинова. Муниципальное предприятие «Ижводоканал» обеспечивает качественное и надежное водоснабжение города Ижевска, а также его санитарное и экологическое благополучие. Сегодня на Ижводоканале трудится 1500 высококвалифицированных специалистов, чей ежедневный труд создает ижевчанам комфортные условия жизни, снабжая чистой питьевой водой каждый дом и каждую семью. Слава ветеранам труда предприятия! Ура! Шествие продолжает колонна акционерного общества «Ижевские электрические сети». Ура! Генеральный директор Сергей Лысенко и председатель профсоюзной организации Ирек Салахов. Сегодня Ижевские электрические сети – это развивающееся предприятие, способное на современном уровне осуществлять деятельность по эксплуатации электрических сетей и решать свою основную задачу по качеству и бесперебойному электроснабжению ижевчан. Самым главным капиталом для предприятий всегда были люди, персонал компании, ветераны предприятия, трудом которых создается доброе имя Ижевские электрические сети. Ура! На площади работники закрытого акционерного общества «Удмурт-Лифт». Ура! Возглавляют колонну генеральный директор Сергей Артемьев и председатель профсоюзной организации Любовь Санникова. Компания «Удмурт-Лифт» является лидером на рынке лифтового оборудования в Удмуртской республике и входит в число крупнейших компаний в Приволжском федеральном округе. «Удмурт-Лифт» с профсоюзом крепкий союз. С Днем солидарности трудящихся! Ура! Приветствуем работников территориального производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской республики. Колонну возглавляет генеральный директор Александр Воробьев. Предприятие является ведущим в системе ЖКХ республики, применяет высокоэффективное энергосберегающее оборудование, материалы и технологии. С Днем солидарности трудящихся! Ура! Приветствуем трудовой коллектив Дорожно-ремонтно-эксплуатационного управления. Ура! Руководитель предприятия Алексей Красноперов и председатель профсоюзной организации Наталья Скобкарева.
Муниципальное предприятие «Трейл» – одно из самых значимых предприятий города Ижевска, в прошлом году отметившее 50-летний юбилей. Сотрудники предприятия доблестно трудятся на благо города, создавая в нем чистоту и порядок. Слава ветеранам труда и работникам предприятия! С праздником весны и труда! Ура! Да здравствует человек труда! Ура! Приветствуем энергетиков Удмуртии! Ура! На площади колонна представителей крупнейших энергетических компаний региона, филиала Удмуртэнерго, публичного акционерного общества МНСК Центра и Поволжья и удмуртского филиала публичного акционерного общества Т+. Ура! Во главе колонны председатель Удмуртской организации Всероссийского электропрофсоюза Ирина Осокина и директор филиала Удмуртэнерго Андрей Малышев. Энергетики, специалисты многих профессий, обеспечивают энергией все сферы человеческой жизни. Они преданы своему делу и прикладывают все усилия для процветания Удмуртии и России. Да здравствуют энергетики Удмуртии! Ура! На центральную площадь выходит колонна работников автотранспортных предприятий и дорожных строителей Удмуртской республики. Ура! Праздничную колонну транспортников и дорожников республики возглавляет министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев и председатель Республиканской организации профсоюза Анатолий Кузнецов. Приветствуем сотрудников Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской республики. Ура! Приветствуем работников предприятий ИПОПАД, Удмуртавтотранс, Ижевское дорожное предприятие, Автодормоспроект, Удмуртавтодор. Ура! Первомайский привет дорожным строителям Удмуртской республики. Ура! Работникам компании ИПОПАД. Ура! На площадь выходит колонна Ижевского региона Горьковской железной дороги, филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Ура! В состав Ижевского региона Горьковской магистрали входят более 60 станций, расположенных на территории Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Российские железные дороги служили и служат единению России, связывая в единое целое огромное пространство нашей страны, выступая двигателем научно-технического прогресса. Железнодорожникам Удмуртии ура! Приветствуем авиаторов Удмуртии! Ура! В колонне акционерного общества «Ижавиа» генеральный директор Александр Городилов, председатели правкомов авиапредприятия, почетные ветераны труда, гордость предприятия, пилоты и бортпроводники, надежный тыл предприятия, наземные службы. Ура! Ижавия сегодня это 800 сотрудников. Летная служба, специалисты авиационно-технической базы и аэропортового комплекса, география полетов Ижавия, 80 аэропортов России и стран ближнего зарубежья. Обеспечение безопасности полетов – приоритетная задача предприятия. Поздравляем трудовой коллектив Ижавия с Днем солидарности трудящихся! Ура! Поздравляем с Первомаем сотрудников авиационно-технической базы.
службы авиационной безопасности, службы организации и продажи авиационных перевозок, службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, службы спецтранспорта, аэродромной службы, службы тепло- и санитарно-технического обеспечения, службы электроосветительского обеспечения полетов, службы общественного питания. авиаторам Удмуртии, ура! На центральную площадь выходят представители Министерства информатизации и связи Удмуртской Республики и предприятия отрасли. Ура! Праздничную колонну отрасли возглавляют министр информатизации и связи Удмуртской Республики Тимур Меджидов, директор управления Федеральной почтовой связи Удмуртской Республики филиалов групп Почта России Андрей Севцов, председатель Рескома профсоюза работников связи Галина Сержанина. В праздничном шествии принимают участие почетные работники и ветераны отрасли. Ура! Связь и информационные технологии являются неотъемлемой частью современной жизни. На сегодняшний день в отрасли осуществляет свою деятельность более 700 информационно-коммуникационных компаний, в которых трудится 11,5 тысяч молодых, высококвалифицированных специалистов. Ура! Приветствуем коллектив удмуртского филиала Почты России! Ура! Почта России – федеральный почтовый оператор, который входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Почта России имеет самую разветвленную сеть в сфере услуг и охватывает самые отдаленные точки нашей страны. Предприятие объединяет один из самых больших трудовых коллективов. Первомайский привет коллективу удмуртского филиала Почты России, высокопрофессиональной и работоспособной команде специалистов. Ура! Желаем всем участникам Первомайского шествия весеннего настроения, неиссякаемой энергии, новых профессиональных достижений, успехов и удачи во всех начинаниях. С Днем солидарности трудящихся! Ура! Поздравляем все трудовые коллективы республики с Днем солидарности трудящихся! Ура! Да здравствует 1 мая! С праздником весны и труда! Ура! Приветствуем работников финансовой группы ВТБ. Ура! Колонну возглавляют руководитель дирекции по Удмуртской Республике филиала банка ВТБ Николай Ермаков и управляющий региональным операционным офисом Ижевский филиала банка ВТБ Екатерина Шумкова. Поздравляем с 1 маем трудовые коллективы финансовой группы ВТБ. Банк ВТБ, Банк ВТБ-24, ВТБ страхование, ВТБ лизинг, система лизинг-24, ВТБ факторинг, Почта Банк. Ура! Да здравствует 1 май! Ура! Сильные профсоюзы, сильная Россия. Начинает движение колонна трудящихся филиалов Удмуртской Республики публичного акционерного общества Ростелеком. Ура!
праздничную колонну возглавляют директор филиала Андрей Шперлин и председатель профсоюзной организации работников электросвязи Удмуртской республики Мария Ващенко. Филиал Удмуртской республики компании Ростелеком – крупнейший комплексный оператор связи Удмуртии, провайдер цифровых услуг и решений, обеспечивающий связью все населенные пункты республики. Ростелеком представляет населению республики весь спектр современных телекоммуникационных услуг, включая местную и мобильную связь, проводное и эфирное вещание, интерактивное телевидение и услуги доступа в интернет. Ростелеком внедряет проекты, направленные на безопасность, энергосбережение, диспетчеризацию в сфере образования, здравоохранения, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства. На центральной площади Ижевска работники акционерного общества «Сактон». Ура! Генеральный директор предприятия Зоя Степнова. Сактон – одно из лучших предприятий легкой промышленности Российской Федерации. С праздником весны и труда! Славные труженицы легкой промышленности! Ура! Приветствуем работников компании «Удмуртнефть». Ура! «Удмуртнефть» – лидер топливно-энергетического комплекса республики. В этом году крупнейшее нефтедобывающее предприятие Удмуртии отмечает 50 лет с момента своего основания. Ура! За полувековую историю производственной деятельности из недр Удмуртии добыто более 290 миллионов тонн нефти. Сегодня предприятие ведет разработку месторождений на территории 14 районов республики, обеспечивая стабильной работой более 7,5 тысяч человек. Слава удмуртским нефтяникам! Ура! Продолжает первомайское шествие представители трудовых коллективов потребительской кооперации Удмуртской республики. Потребительская кооперация играет существенную роль в жизнеобеспечении сельского населения. В системе потребительской кооперации республики работает более 7 тысяч человек. Ура! Приветствуем работников Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики. Ура! Возглавляет колонну министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики Денис Удалов. Природные ресурсы – одно из главных богатств нашего края. Являясь достойным продолжателем заложенных на протяжении многих десятилетий традиций, представители Минприроды республики эффективно ведут свою работу, показывая хорошие результаты и стабильно поддерживая высокий рейтинг Удмуртии. Поздравляем с праздником весны и труда местное отделение партии «Единая Россия» Октябрьского района города Ижевска, членов партии и горожан. Ура! Колонну возглавляет секретарь местного отделения Октябрьского района партии Валерий Мартынов. Единство России – залог мира и развития. Слава трудящимся России! За нами весна и успех! Приветствуем местное отделение партии «Единая Россия» Первомайского района города Ижевска. Колонну Первомайского района возглавляет секретарь местного отделения Наталья Сазонова. Да здравствует Единая Россия! Только вместе, только вперед! Мир, труд, май! Ура! Да здравствует человек труда! Ура! Профсоюзы за справедливость, за достойную работу, зарплату, жизнь.
площади колонна работников здравоохранения Удмуртии. Ура! Профсоюз медицинских работников объединяет в своих рядах более 22 тысяч работников отрасли. Почти во всех лечебных учреждениях республики действуют коллективные договоры. Это отличный пример социального партнерства. С праздником весны и труда! Ура! Реформы здравоохранения под контроль профсоюза. Во главе колонны первый заместитель министра здравоохранения Удмуртской республики Георгий Черпак и председатель отраслевого профсоюза Ольга Попова. В начале колонны идут работники Министерства здравоохранения и Республиканского медицинского информационно-аналитического центра. С праздником, товарищи! Ура! Приветствуем сотрудников и студентов Ижевской государственной медицинской академии во главе с ректором Николаем Стрелковым. Ура! В академию обучается около 3000 студентов. В этом числе иностранные студенты из 17 стран. Ежегодно академия выпускает более 400 врачей. Подготовка будущих врачей осуществляется на 34 клинических базах, размещенных в больницах и поликлиниках города. Центр практических умений Академии оснащен современным оборудованием. Создан Центр аккредитации специалистов. Создаются условия для инклюзивного образования. На факультете повышения квалификации ежегодно проходят обучение и переподготовку более 2000 врачей из 20 регионов страны. Среди преподавателей Академии 80 докторов наук и 190 кандидатов наук. Дружными рядами идут преподаватели и студенты медицинского колледжа. Ура! Кузницы кадров среднего медицинского персонала. Выпускники колледжа вас ждут поликлиники и больницы республики. Активная молодежь. Будущее России! Ура! Колонна работников здравоохранения представители первой республиканской клинической больницы. Ура! Это крупное многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее помощь на самом высоком уровне. Ежегодно помощь получают более 28 тысяч пациентов. В консультативной поликлинике осуществляется более 160 тысяч посещений. Приветствуем представителей городской клинической больницы номер 7. Ура! Приветствуем работников Республиканского клинико-диагностического центра. Ура! РКДЦ – самое крупное медицинское учреждение по профилактике и лечению пациентов с сердечно-сосудистой патологией. В центре трудится более 1500 человек. В 2017 году кардиохирурги Удмуртии вышли на новый уровень. Впервые в истории в течение года было проведено более 3000 высокотехнологичных операций. Это сотни и тысячи спасенных жизней. Продолжает празднование шествие коллектив Республиканской детской клинической больницы. Ура! Республиканская детская клиническая больница – флагман педиатрии в Удмуртской республике. Сегодня это многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее все виды помощи детям республики. Ежегодно более 16 тысяч детей получают стационарное лечение. Выполняются более 7 тысяч разнообразных операций. Для оказания медицинской помощи в отдаленной местности широко используется мобильный медицинский комплекс на базе автомобиля КАМАЗ. В 2009 году
Одним из первых был открыт Центр здоровья. Приветствуем работников Республиканской клинической психиатрической больницы. Ура! Колонну возглавляет главный врач Юрий Каменщиков и председатель профсоюзной организации Марина Рябова. В колонии работники 32 городских учреждений здравоохранения. Медики активно занимаются профилактикой и лечением заболеваний, оказывают ижевчанам круглосуточную медицинскую помощь. Квалификация и опыт медицинских работников позволяет активно решать поставленные государством задачи. Приветствуем работников детских поликлиник города, работникам здравоохранения достойные условия труда. Приветствуем работников станции скорой медицинской помощи. С праздником! Ура! Приветствуем работников городской больницы номер 1. Ура! Больница обслуживает почти 40 тысяч жителей Первомайского района. В структуре больницы 2 поликлиники, женская консультация, многопрофильный стационар, дневной стационар, 2 фельдшерских здравпункта, отделение паллиативной помощи. В больнице трудится 345 человек. В колонне медиков идут представители городской клинической больницы номер 2. Ура! Это старейшее лечебно-профилактическое учреждение в городе Ижевске и Удмуртской республике, которое в этом году исполняется 120 лет. На площадь выходят работники городской больницы номер 4. Ура! История больницы начинается с 1926 года и со штатом 7 сотрудников. На сегодняшний день в коллективе около 500 сотрудников. Из них 16 человек имеют почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской республики». Приветствуем сотрудников городской клинической больницы номер 9. Ура! В 2018 году больница отмечает свое 60-летие. Это лечебное учреждение является базой 6 кафедр медицинской академии, оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь, участвует в проекте «Бережливая поликлиника». Приветствуем работников стоматологических поликлиник города. Ура! За социальную справедливость в трудовых отношениях. Ура! Работникам здравоохранения ура! В колонне работников здравоохранения руководители учреждений, председатели профсоюзных комитетов, ветераны, представители всех категорий работников отрасли. На страже здоровья жителей республики трудится около 7 тысяч врачей и более 16 тысяч средних медицинских работников. В практическом здравоохранении работают 5 докторов и 180 кандидатов медицинских наук. 20 человек имеют почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Более 1000 заслуженный работник здравоохранения Удмуртской республики. Укрепляйте ряды профсоюзной организации. Наша сила в единстве и солидарности. С праздником, уважаемые работники отрасли! Здоровья вам! Ура! Работникам здравоохранения достойные условия труда. Ура! Доступное здравоохранение всем жителям Удмуртии! Мир, труд, май! Ура! Приветствуем сотрудников Государственной инспекции труда в
Удмуртской Республики. Ура! Колонну возглавляет руководитель инспекции труда Светлана Щекунова, отличник здравоохранения Российской Федерации. Основная задача Государственной инспекции труда – надзор за соблюдением работодателями республики конституционных прав работающих граждан на труд и вознаграждение, охрану здоровья и жизни трудящихся. Поздравляем с Первомаем! Ура! Праздничное шествие продолжают работники культуры и туризма. Ура! Колонну возглавляет министр культуры и туризма Удмуртской Республики Владимир Соловьев. Впереди колонны студенты и преподаватели Удмуртского республиканского колледжа культуры. Ура! Работники культуры бережно сохраняют самобытные традиции, обеспечивают интересный досуг и создают условия для реализации творческих способностей населения. Особую заботу проявляют об одаренных детях. Результатом их профессиональной работы являются успехи и достижения, которыми гордится сегодня вся республика. В отрасли культуры трудится более 8000 человек. Приветствую работников театральных концертных учреждений. Ура! Работников библиотек. Ура! Сотрудников музеев. Ура! Работников культурно-досуговых учреждений. Ура! Сотрудников цирка и зоопарка. Ура! Работников средних профессиональных образовательных учреждений культуры. Ура! Работников детских школ искусств. Ура! Работникам культуры и туризма. Ура! Приветствуем работников средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии Удмуртии. Ура! Колонну возглавляет руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Алексей Воронцов. Сегодня в республике выходят 153 печатных издания, газет и журналов, работают 22 телеканала и 80 радиоканалов, 3 информагентства. Представлены во всех форматах национальные СМИ. Средства массовой информации активно применяют новые технологии. В 2017 году все районные газеты Удмуртии стали выходить в цвете. Газеты «Удмурт-Дуне», «Известия Удмуртской Республики», «Увинская газета» впервые в Удмуртии вышли с функцией дополненной реальности. Служба региональных новостей Удмуртия возглавляет рейтинг самых цитируемых интернет-изданий в республике. Кроме русской и удмуртской версии сайта, информагентство запустило английскую версию. Приветствуем представителей телерадиокомпании «Моя Удмуртия» под руководством Марины Городиловой. Ура! Работникам средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии Удмуртии. Ура! Поздравляем трудовые коллективы республики с Днем солидарности трудящихся. Наша сила в единстве и солидарности. Профсоюзы за справедливость. Удмуртия, регион ГТО. Команда Удмуртии, чемпион России Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, готов к труду и обороне. Удмуртия, территория спорта.
студенческие отряды Удмуртии. Ура! Движение осуществляет свою деятельность более 50 лет. Сохраняя историю, продолжаем традиции. Приветствуем участников детских и молодежных общественных организаций и представителей волонтерского движения. Ура! 2018 год в России объявлен годом добровольца. Волонтерское движение объединяет людей разных возрастов и профессий. Они стремятся делать добро, быть там, где нужны их знания, опыт, участие и бескорыстная помощь. Молодежь, будущее в твоих руках. Молодежь без работы, Россия без будущего. Молодежь – кадровый потенциал страны. Да здравствует 1 мая! Ура! С праздником весны и труда! Ура, товарищи! Первомайскую демонстрацию продолжает Республиканская организация Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания под руководством председателя Ирины Соболевой. Ура! Колонны идут в коллективы учреждений во главе с руководителями и профсоюзный актив Республиканской организации профсоюзов. Приветствуем трудовой коллектив Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской республике. Коллектив возглавляет исполняющий обязанности руководителя Фарида Замарыгина. Ведомство оказывает гражданам, бизнесу, органам власти и местного самоуправления весь комплекс государственных услуг по регистрации прав на недвижимость, предоставлению сведений из Единого государственного реестра на недвижимое имущество и сделок с ним и государственному земельному надзору. Приветствуем сотрудников архивной службы Удмуртии, хранителей документального наследия нашей республики. Ура! Колонну возглавляет председатель комитета по делам архивов при правительстве Удмуртской республики Наталья Тойкина и председатель профсоюзной организации Марина Кондратьева. Первомайский привет коллективу комитета по делам ЗАГС при правительстве Удмуртской республики под руководством председателя Людмилы Поповой. Ура! Деятельность органов ЗАГС ответственна и многогранна. Первомайский привет работникам Министерства социальной политики и труда Удмуртской республики. Ура! Возглавляет колонну министр Татьяна Чуракова. Достойные, безопасные условия труда и социальные гарантии гражданам великой страны. Ура! Приветствуем сотрудников управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской республики при правительстве Удмуртской республики под руководством начальника управления Айваза Марданшина. Ура! Приветствуем коллектив Федерального казенного учреждения медико-социальной экспертизы по Удмуртской республике Минтруда России. Ура! Во главе колонны руководитель, главный эксперт по медико-социальной экспертизе Екатерина Мухамедгалиева. Ура! Поздравляем с 1 мая! Трудовой коллектив Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской республике во главе с заместителем начальника Илдусом Фардиевым и председателем
председателем профсоюзной организации Александром Дулисовым. Ура! Долгие годы уголовно-исполнительная система России занимает достойное место в ряду правоохранительных структур, внося весомый вклад в защиту конституционных прав граждан нашей страны. Честь мундира и профессиональный долг для сотрудников УФСИН – это не пустые слова, это нерушимый закон. На площадь выходит коллектив Министерства финансов Удмуртской Республики. Ура! Приветствую появление на площади представителей молодежного парламента города Ижевска. С праздником весны и труда! По центральной площади идут работники и учащиеся образовательных учреждений Удмуртской Республики. Ура! Колонну участников первомайской акции возглавляют министр образования и науки Светлана Болотникова и председатель Республиканской организации профсоюза Владимир Векшин. Образовательное пространство республики включает в себя более 1500 образовательных учреждений, свыше 340 тысяч воспитанников, учащихся и студентов, около 32,5 тысяч педагогических работников. Первомайский привет студентам и преподавателям Ижевского промышленно-экономического колледжа, Ижевского индустриального, радиомеханического, машиностроительного техникума, техникума радиоэлектроники и информационных технологий, достойной кузницы кадров удмуртской промышленности. Поздравляем с Первомаем коллектив Удмуртского социально-педагогического колледжа. Ура! Система среднего профессионального образования республики – достойная школа рабочих и технических кадров. Поздравляем всех преподавателей, студентов, сотрудников техникумов, колледжей и лицеев с праздником 1 мая! Ура! Отраслевой профсоюз выступает с требованием ежегодной индексации заработной платы всех работников образования. Новому поколению новое образование. Да, инновационному пути развития образования. Ура! Молодежь – кадровый потенциал страны. Молодежь без работы – Россия без будущего. Поздравляем с праздником весны и труда. Ура! Мир, труд, май, ура! Наша сила в единстве и солидарности. Ура! Поздравляем трудовые коллективы республики с Днем солидарности трудящихся. Ура! Профсоюзы за социальную справедливость в трудовых отношениях. Молодежь без работы, Россия без будущего. Сильные профсоюзы, сильная Россия! Ура! Молодежь – кадровый потенциал страны. С праздником весны и труда, товарищи! Ура! Ура преподавателям и учащимся техникумов и колледжей Удмуртской Республики! Ура!
Новому поколению новое образование. Да, инновационному пути развития образования. На центральной площади студенты и преподаватели Удмуртского государственного университета. Ура! Удмуртский государственный университет – крупнейший научно-образовательный центр региона. Именно с него в 1931 году началась история высшего образования в Удмуртской республике. За годы своего существования университет подготовил около 130 тысяч дипломированных специалистов. Ежегодно университет выпускает около 4000 специалистов, обеспечивая регион высококвалифицированными кадрами в области нефтедобывающей промышленности, правоохранительной деятельности, юриспруденции, экономики, в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, педагогики, удмуртского языка и национальной культуры. Приветствуем студентов и преподавателей Ижевского государственного технического университета имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Ура! ИЖГТУ – кузница технических кадров оборонного комплекса страны. Ура! Приветствуем на центральной площади сотрудников Сбербанка. Ура! Сбербанк – один из крупнейших банков в России и ведущих глобальных финансовых институтов. Управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Сергей Коновалов. Около 700 тысяч жителей нашей республики являются активными клиентами Сбербанка. В обширную филиальную сеть входят более 170 точек обслуживания в городах и районах Удмуртии, а сотрудниками отделения являются более 2000 человек. Сбербанк не просто идет в ногу со временем, а старается опережать его. Он создает новые тренды на банковском рынке, внедряет высокотехнологичные сервисы, разрабатывает новые банковские продукты. Поздравляем сотрудников Сбербанка с праздником весны и труда! Ура! Поздравляем с Первомаем представителей Народного фронта за Россию. Ура! Поздравляем жителей и гостей столицы Удмуртии с праздником весны и труда! Наша сила в единстве и солидарности. Профсоюзы за справедливость. Да здравствует 1 мая! Ура! В праздничном шествии принимают участие представители Ижевского городского фонда поддержки предпринимательства. Ура! Поздравляем с праздником весны и труда сообщество волонтеров и активистов «Зеленый паровоз». Ура! Приветствуем объединенный контакт-центр «Эр-Телеком Холдинг». Ура! Сильные профсоюзы, сильная Россия. В первомайской демонстрации принимают участие сотрудники компании «Леруа Мерлен». Ура!
Удмуртской фурнитурной компании. Ура! Поздравляем с праздником весны и труда! Ура, товарищи! На центральной площади сотрудники компьютерной компании «Элми». Ура! Гарантия трудовых прав, гарантия стабильности общества. Да здравствует человек труда! Ура! Профсоюзы за социальную справедливость в трудовых отношениях. Наша сила в единстве и солидарности. Приветствуем на центральной площади коллектив глазной клиники «Мона Лиза». Ура! Сильные профсоюзы, сильная Россия. Поздравляем с праздником весны и труда! Поздравляем с Днем солидарности трудящихся сотрудников автошколы «Лидер». Ура! Приветствуем представителей компании «Гарант Телесети». Ура! Гарантия трудовых прав, гарантия стабильности общества. Профсоюзы за справедливость, за достойную работу, зарплату, жизнь. Праздничное шествие продолжает коллектив местного отделения партии «Единая Россия» индустриального района города Ижевска. Ура! Колонну возглавляет секретарь местного отделения Любовь Зайцева. Трудимся для процветания России. Да здравствует единая Россия! Ура! Приветствуем энергичную и талантливую молодежь Удмуртского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Ура! Будущее партии и будущее страны в руках молодых. Движение только вперед. Поздравляем с праздником весны и труда членов и сторонников партии, всех горожан. Завершают первомайское шествие организаторы демонстрации, сотрудники Федерации профсоюзов Удмуртской Республики. Ура! Уважаемые товарищи, сегодня мы проявили в действии единство и солидарность трудящихся. В этом наша сила. Благодарю всех участников демонстрации за активную гражданскую позицию. Еще раз поздравляю вас с праздником, дорогие товарищи. Здоровья, счастья вам и вашим близким. Объявляю первомайскую демонстрацию, организованную Федерацией профсоюзов Удмуртской Республики, закрытой.